Всем привет! Это новости Словении. Если вы впервые заглянули на мой канал, меня зовут Хельга, и я рассказываю вам новости Словении простым, понятным языком. Напоминаю, что сегодня православная Пасха. Многие по ошибке уже успели отметить Пасху вместе с католиками, так как из-за установленных VPN Google по запросу выдавал неправильную дату празднования православной Пасхи. Всех православных с праздником! Христос воскресе! В Словении пожилой мужчина снимал девочек на видео в общественных местах на улице. Он не просто фиксировал происходящее на улице, а целенаправленно наводил камеру на девочек и закадрово комментировал: «Посмотрите, вот девочки», и выкладывал эти видео в свои социальные сети. Вроде бы ничего особенного. Мужчина гуляет по улице и снимает происходящее. Зрителям показалось подозрительным, что пожилой мужчина снимает на свои видео несовершеннолетних девочек. И зрители обратились в правоохранительные органы. Так как съемка велась в публичном месте, уголовного нарушения нет, но мужчину сейчас проверяют. А помимо этого, по словенским законам, если ребенка можно узнать на видео, необходимо согласие, независимо от того, где велась эта съемка. На днях в центре Любляны, на площади Пришерна, снова появился мужчина с ножом, но не тот, которого недавно застрелили. Мужчина ходил с ножом в руках среди людей и угрожал прохожим. Туристы и местные начали в панике разбегаться. Никто не понимал, что будет дальше. К месту происшествия в считанные минуты подоспела полиция. Мужчину задержали, нож отобрали. Полицейские приказали мужчине бросить нож на землю, и он подчинился. Напомню, что в прошлый раз аналогичного преступника за неподчинение полицейские застрелили на месте. Бросив нож на землю, мужчина попытался убежать. Полицейские его догнали, повалили на землю и задержали. Но в этот момент происходит неожиданный поворот. В ситуацию вмешивается 45-летняя женщина. Она начинает кричать, толкать и даже пинать полицейских, мешая задержанию. Ситуация снова выходит из-под контроля, теперь уже с двумя участниками. Полицейским приходится применять силу и к ней. В итоге задержаны оба. Больше из толпы присоединиться к драке никто не захотел. Теперь им двоим грозит тюремный срок. Словенской компании выписали штраф в 70 тысяч евро. Работодатель тайно следил за своими сотрудниками через их компьютеры. Он установил программу Spyrix Employee Monitoring, которая месяцами записывала все: переписку, сайты посещения и даже разговоры сотрудников. Фактически у него был доступ не только к рабочим задачам, а и к личной жизни людей. Нарушение выявил инспектор по защите данных, но кто пригласил этого инспектора, остается неизвестным. Возможно, сотрудников, которые проводили много времени на OnlyFans, стали часто депримировать, и они анонимно пригласили инспектора. Словенская семья ехала на автомобиле по автомагистрали в час пик с грудным ребенком. Во время поездки малышу неожиданно стало плохо, у него появились серьезные проблемы с дыханием. Ситуация развивалась критически. Родители понимали, что им может не хватить времени вовремя добраться до больницы через плотный трафик. Тогда отец принял решение срочно позвонить в полицию. Полиция отреагировала мгновенно. Включив сирены, они мгновенно добрались до семьи. 2 полицейских экипажа помогли несчастной семье проложить спасительный коридор через пробку и вовремя добраться до больницы. История завершилась хорошо. Ребенка в больнице уже ждала медицинская бригада. Малышу оказали необходимую помощь. Еще один случай счастливого спасения на словенской автомагистрали. В районе Постойны произошла авария с участием нескольких автомобилей. Один человек получил серьезные травмы и нуждался в срочной госпитализации. Для эвакуации вылетел военный вертолет с медицинской бригадой. Но из-за того, что рядом не было подходящего места для посадки, пилоты приняли экстренное решение посадить вертолет прямо на автомагистраль. Дорогу быстро перекрыли, чтобы обеспечить безопасность. И спасатели вместе с медиками оказали пострадавшему первую помощь прямо на месте. Затем пострадавшего доставили вертолетом в госпиталь Любляны. В операции участвовали армейская бригада и медики скорой помощи, которые сработали быстро и слаженно в условиях напряженного трафика.
Славянская полиция предупреждает о новом виде мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками известных агентств по трудоустройству и выходят на людей, которые ищут работу. Контакты обычно они находят в открытых источниках, группы в соцсетях, объявления на сайтах и мессенджерах. Дальше мошенники предлагают выгодную работу и создают ощущение срочности. А чтобы застолбить место, они просят перевести деньги им на счет. После получения денег просто исчезают. Полиция подчеркивает, что настоящие агентства по трудоустройству никогда не просят денег заранее. Некоторых соискателей удалось обмануть не один раз. Они резервировали вакансию топ-менеджера то в Гугле, то в Microsoft, то в Apple. Хотя Тим Кука, похоже, не обманули. А если вы планируете переезжать в Словению и вам необходима помощь в оформлении всех необходимых документов, а также помощь в поиске жилья, смело пишите в личку моего телеграма. В Словении выбрали нового председателя Государственного собрания. Им стал Зоран Стеванович, представитель партии «Ресница». Он был единственным кандидатом и получил поддержку 48 депутатов. 29 проголосовало против. Этого оказалось достаточным для избрания, так как необходимо было набрать минимум 46 голосов. Странно, что он был единственным кандидатом. Куда делись остальные? Неужели он их устранил? На этом посту он сменил Уршку Клокачар-Зупанчич, которая запомнилась как яркий и заметный спикер предыдущего созыва и часто привлекала внимание своей активной манерой ведения заседаний и публичной позицией. Словенцы, в свою очередь, массово выражают недовольство избранным кандидатом в соцсетях. Давайте посмотрим, как же они комментируют. Катастрофа, грозливка, реальная угроза. Не подходит он для этой функции. Вся Любляна теперь сербская, включая государственное собрание. От Словении, от моей родины, медленно остается только имя. На удивление, я не нашла ни одного позитивного комментария от словенцев. На самом деле, практика покажет, каким он станет председателем. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? В Любляне в понедельник будет дождь. Температура от 11 до 14 градусов. Спасибо, Алиса. Мне приятно, что вы оценили. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на канал и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!